Айшет Салоевой 78, возраст не маленький, и проблемы со здоровьем тоже. Повышенное давление, больное сердце и сахарный диабет. В последнее время она частый гость в лечебных заведениях. А вот на диспансеризацию приходит впервые. В другие дни жди, это в разное время, в разные, то после обеда, то с утра. А сейчас с утра это очень удобно. Плановый медицинский осмотр позволяет своевременно выявить различные заболевания и устранить их последствия. Польза очевидна, однако некоторых все же приходится заставлять идти к специалистам. Причем во многих случаях сами доктора звонят пациентам и предлагают обследоваться. Как, например, в случае с Лилией Арцхановой. Она откладывала эту процедуру. Так бы и продолжалось, если бы участковый врач не позвонил и не заставил. Все обследования проводятся в несколько этапов, совершенно бесплатно и на добровольной основе. Сначала пациентам измеряют рост, вес и давление, а еще обязательно спрашивают о самочувствии. А дальше визуальный осмотр, который позволяет составить общую картину. После этого пациента направляются к специалистам узкого профиля. Окулист, онколог, невролог, дерматолог, терапевт, ультразвуковая диагностика. За день специалисты узкого профиля успевают осмотреть несколько десятков человек. Очереди в коридорах внушительные, но необследованным все равно никто не уйдет. Мы делали УЗИ, ультразвуковую диагностику брюшной полости в основном и молочных желез. Было исследовано, было исследовано 15 человек. Выявились в основном камни в желчном пузыре, диффузные изменения печени, поджелудочной, что мы видим в основном. Для того, чтобы сдать анализы и пройти обследование, не обязательно иметь какие-либо жалобы. Главная задача медосмотров как раз найти начальные признаки заболеваний. Практика показывает, диспансеризация действительно предотвращает развитие серьезных заболеваний. Речь идет о болезнях сердца, желудочно-кишечного тракта и даже онкологических заболеваний. В ранней стадии сможем выявить опухоли, которые не дают, в принципе, клинику. Допустим, делается флюорограмма или рентгеновское исследование грудной клетки. Там можно выявить какие-то образования, которые протекают бессимптомно. То есть человек себя чувствует абсолютно здоровым, но на самом деле там есть уже опухоль. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Эту прописную истину знает каждый. Но многие не задумываются, что самая действенная мера в этом вопросе – диспансеризация. В этом году она должна затронуть 62 миллиона граждан. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. К слову, пройти профосмотр можно не только днем, но и в вечерние часы. И даже по субботам. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.